Здравствуйте. Всем здравствуйте. Подключился один участник. Дождемся всех. Ефима мыли? Вода лежит здесь. Они все давай. Ага. Ай, как хорошо тут видно. Уже вышли. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Николаевна. Ольга Николаевна подошла. Здравствуйте. Все меня слышат? Да. Мгм. Доброе утро, уважаемые эксперты, уважаемые участники. Разрешите начать наш демонстрационный экзамен. Работаем сегодня по плану. С 8 до 10, 8:10 у нас проверка оборудования, выход на конференцию экспертов. Я вижу, что все подключились. Надежда Михайловна, можно попросить немножко камеру вниз спустить? Вот, спасибо. Далее у нас идет допуск к экзамену участников на основании документа, удостоверяющего личность. Сейчас каждый участник покажет на экране свой паспорт. Если Можно я возьму, я забыла. Я тоже можно возьму. Я тоже забыла. И можно я возьму с комнаты? Да, мы ждем. Время еще есть. У всех паспорт под рукой? Да. Угу. Виктория Капустина, покажите ваш документ. Можно чуть ближе? Капустина Виктория Андреевна. Спасибо. Ульяна Осипенкова. Осипенкова Ульяна Валерьевна. Можно чуть дальше, чтобы фотографию увидеть? Спасибо. Анна Маштабрик.
немножко в сторону... Да-да-да. Отсвечивает. Можете как-то... Я не знаю, как делать. Масштабрик Анна Юрьевна. Юрьевна. Спасибо. Так, ну, я предлагаю чуть пораньше начать по плану, да, чтобы больше времени у нас было на ознакомление с заданием. Вопросы к экспертам есть? Нет. Нет, да? Вопросы предлагаю провести после ознакомления с заданием. Сейчас я задание вышлю. На ваши электронные почты сейчас будет направлено задание. Задание состоит из 3 документов. Документ Word и 2 документа в PDF формате. Документ Word – это выдержка из комплекта оценочной документации 1.1. Это правило. Критерии оценивания, необходимое время и описание модулей задания. Два файла PDF – это сами задания. Я вам направляю на почту, прошу сообщить о получении письма после их открытия. У себя проверяете на компьютере, что у вас все открывается, и направляете мне расписки, что с заданием ознакомлены. Задание выслано вам на почту. Пожалуйста, все проверьте свои почты. Вчера я направила экспертам ведомости оценивания. Все получили, да? Да. Да. Надежда Михайловна, вы получили? Да, получила. Наталья Петровна? Да, получила. Ага. И Получила. сегодня, вот буквально 5 минут назад отправила тоже конкурсное задание. Получили? Да, Получила. Смотрим. получили. Спасибо. Задание, конечно, объемное вообще. Да. Я вот полистала. Задание очень объемное, да. Основные средства, да? Средства. Все тут есть, и зарплата, и все есть. Готовая продукция. Материальные запасы. Открывается, ребята? Да. Да. Пожалуйста, если у вас открылось 3 документа, сейчас мне отправьте WhatsApp фото ваших расписок, что задание получено. Я вам форму вчера скидывала. Да. Посмотрим. Анализ. Мгм. Главное, и по первому модулю организацию, и по второму тоже. Зачем 2 тогда создавать? От Вики получила.
Ульяна и Анна, вы задание получили? Да, я отправляю расписку. Задание получила Ульяна. Так, я пока распечатаю ваши расписки. Да, я вот открыла, прошу прощения, задание по анализу. Вот, оно совершенно некорректное. Там коэффициенты, которых в природе уже не существует. Представляете? Это 94-й год утраты восстановления платежеспособности. Это постановление было отменено в 2002, когда приняли закон о банкротстве. Потом вот, допустим, пишут, так я девочек же не отвлекаю пока, коэффициенты ликвидности, следом коэффициенты платежеспособности. И одни и те же коэффициенты, просто там одно название, а там другое название. Да. У этих коэффициентов есть по 3 названия, да, то есть говорят коэффициент критической, либо быстрой, либо срочной платежеспособности. Это одно и то же. Вот в одном пункте он называется критической, а в другом пункте он называется, быстрой. Представляете? Это тоже отметили эксперты, что наименования разные, но расчеты Да, но это одно и то же. есть такие. Никто это задание не проверял. Причем это вот любого автора, да, аналитика взять, эти коэффициенты, они абсолютно у всех. И все вообще перепутаны коэффициенты. Где платежеспособность, там коэффициенты финансовой устойчивости. Ну ладно, это же Москва, им виднее. Вот только вот запутать студентов и все. Так, и жду. Нет, все расписки я получила. Анна отправила, Ульяна отправила и Вика отправила. Все задания получили. Значит, у вас первое задание, то, что отправила я в Word, да, в формате Word. Время на выполнение каждого модуля дается по 4 часа. Мы начнем ровно в 9, и вы должны отправить на почту экспертов, которую я вам направляла вчера, задание не позднее часа. Значит, нужно оставить время, чтобы задание у вас ушло где-то пара минут. То есть вы не ровно в час нажимаете кнопку «Отправить», да, а где-то 12:57 хотя бы нажмите, чтобы письмо успело дойти до экспертов. Так, дальше. С часу до 2 у нас перерыв. С 2 до 6, 4 часа, я отправила вам задание на выполнение второго модуля. Составление бухгалтерской финансовой отчетности и ее анализ. Тоже время дается 4 часа. В 18:00 вы должны полностью завершить демонстрационный экзамен. Задание тоже прошу направить заранее за несколько минут, чтобы оно успело дойти до экспертов. Всего на выполнение всех заданий демонстрационного экзамена выделяется 8 часов. Общее количество баллов эксперты будут оценивать вначале по баллам, потом переводить в оценку общее количество баллов. Общее количество баллов, суммарное и максимальное, это 56 баллов. Есть объективная оценка и судейская. Судейская оценка – это каждый судья выставляет оценку и выводится комплексная. Объективная – это индивидуальное мнение каждого. Первый модуль – текущий учет хозяйственных операций и группировка данных. Вы выполняете в программе 1С «Бухгалтерия 8.3». В 7:55 я вам отправила ваши логины и пароли от ваших баз.
Я надеюсь, все получили? Мгм. Да. Работаете в этой базе, не работаете в той базе, в которой вы а, готовились. Готовились, мы вам давали базу для подготовки. Работаете только в той базе, которую я сегодня сбросила. Она должна быть чистая. Понятно? Мгм. Мгм. Логины и пароли у экспертов есть только от тех баз, которые я вам направила утром. Первый модуль – текущий учет хозяйственных операций, группировка данных. Вам будет предложен кейс. Кейс находится в формате PDF. Кейс заданию модуль 1 смотрите. Значит, что нужно здесь сделать? Нужно будет вначале ввести данные все по организации в программу 1С. То есть вы должны будете в чистой базе внести все вот эти данные по организации. Затем должны будете настроить учетную политику, заполнить справочники необходимые, и перейти к введению, то есть перейти к вводу остатков. У вас еще есть остатки. Остатки заполняйте на 1 февраля 2020 года. Остатки у вас должны по дебету и кредиту сходиться, да? После этого вы переходите к ведению текущего учета. Значит, какие здесь есть задания? Учет внеоборотных активов, учет основных средств идет, учет денежных средств. Денежные средства сюда входят как и учет кассовых операций, учет операций на расчетном счете. Также входит учет расчетов с подотчетными лицами, учет материальных запасов. Необходимо оформить поступление, передачу в производство, ведение учета затрат, готовой продукции и расчеты по оплате труда. Внимательно ознакомьтесь с заданием, посмотрите. Все вот эти операции нужно будет по заданию выполнить. Также приложены печатные формы документов, которые у вас должны быть тоже в программе на итоге выходить, когда вы выполняете ту или иную операцию. Не все операции формируют первичные документы. Так. И на итоге вам необходимо провести закрытие отчетного периода. То есть обязательно подводите итоги и формируете финансовые результаты, закрываете ваши счета затрат, выполняете операцию закрытия месяца. Документы выгружать никакие из программы не нужно. Все будет проверяться в ваших базах 1С. Выгрузку не делаете, время не тратите. Понятно? Мгм. Угу. Обязательно при закрытии месяца проверьте, чтобы у вас там все пошло, и производство было отражено. Внимательно смотрите даты, потому что если в датах запутаете и будете ставить текущую, сегодняшнюю дату, у вас потом оборотно-сальдовая ведомость не пойдет. Внимательно работаем с каждой операцией, с каждой датой. Хочу отметить, что встречаются технические ошибки есть в этом задании. Допустим, написано, что указываете НДС 20%, а счет фактуре, в которой здесь распечатка, оно подсчитано по 18 сумм. Вот такие нюансы, они встречаются. Также тут у одного сотрудника, мне сказали вчера, в прошлый раз эксперта, да, что у него неверный ИНН. Или не у сотрудника, а у контрагента, и поэтому расчеты с ним не смогли отразить. Ну, если какие-то технические нюансы встречаются, можете спросить, я передам эксперта. А так, в принципе, задание выполнимое, я думаю, но, конечно, оно очень объемное. Очень объемное задание, но вот это вот здесь есть,
вы в процессе своего обучения изучали. Весь учет и производство в том числе. С закрытием месяца, пожалуйста, уделите особое внимание, чтобы там у вас на итоге все получилось. Все перепроверьте, когда закрытие будете делать. Уважаемые эксперты, есть дополнение по первому заданию? Нет, да? Так, тогда переходим к второму модулю. Второй модуль, ребята, вы не пытаетесь сравнивать два модуля. Второй модуль совершенно отдельное задание. Вы не пытаетесь выйти на ту оборотно-сальдовую ведомость, которая у вас во втором модуле, и на те формы отчетности. Это совершенно отдельное задание. Не надо их сравнивать и пытаться выйти на отчетность второго задания. Первый модуль завершили. Переходите ко второму модулю. Первый модуль пока не завершите, второй модуль можно вообще не открывать, потому что связи между ними нет. Второй модуль. Вам необходимо сформировать финансовую отчетность организации, отчеты финансовых результатов. Вам для ознакомления здесь даются сведения об организации. Вы просто ознакомливаетесь, что за организация, чем занимается она. Дальше идет оборотно-сальдовая ведомость. Смотрите, какие, чтобы у вас иметь представление, да, что за организация, какие обороты, какие у них ведутся счета учета, остатки сальдо. Затем вы смотрите бухгалтерский баланс, то есть вы изучаете показатели организации. Бухгалтерский баланс у вас здесь, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств. И на основе этих данных у вас здесь показатели 2017-2018 год, да, в отчетности. На основе вот тех данных из оборотно-сальдовой ведомости 2019 года, да, вы формируете отчетность за 2019 год. У вас вот этот бухгалтерский баланс и остальные формы, они пришли в формате PDF. Мы вчера вас спросили, чтобы вы подготовили себе формы отчетности в Word варианте, чтобы вам было удобно заполнять. Вот эти вот оборотно-сальдовые ведомости, которые все приложены, они даны для того, чтобы вы смогли оформить отчетность за 2019 год. Здесь сказано, что нужно сформировать финансовую отчетность и отчет по результатам анализа. Так, вы заполняете, получается, бухгалтерский баланс. Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах должны сделать. Отчет об изменении капитала. Тут данные есть, по-моему, да? Заполнение формы. Да, аналитика есть. В общем, те формы, которые даны, вы за 2019 год их делаете. Прошу 18-17 вашу форму Word не добавлять, сделать только 19. Если вы будете переписывать, у вас время уйдет. В ваших формах Word делайте только 19 год. А можно в Excel сделать? Я думаю, можно. У вас форма в Excel, да? И так есть. Просто в Excel можно было бы все сразу сделать. И баланс, и отчет, и анализ. Просто на разных листах, например. Хорошо. И дальше вы проводите сам анализ на основании составленной отчетности и представленных форм. Необходимо провести анализ, определить и обосновать мероприятия для улучшения финансовой эффективности организации и ее финансового положения. То есть вы должны не только провести анализ по пунктам,
но и обосновать мероприятия, определить и обосновать мероприятия для улучшения финансовой эффективности организации и ее финансового положения. Выводы и предложения обязательно делайте. Здесь у вас по пунктам идет анализ бухгалтерского баланса. В скобках написано, что вы должны сделать. Выполняете все вот эти виды заданий. Дальше анализ отчета о финансовых результатах. В скобках записано. Допустим, анализ бухгалтерского баланса, рассчитать структуру бухгалтерского баланса, определить абсолютное отклонение показателей отчета, определить темп роста показателей, определить динамику структуры бухгалтерского баланса. Задание 2. Анализ отчета о финансовых результатах, рассчитать структуру доходов и расходов, определить абсолютное отклонение показателей отчета, определить темп роста показателей, определить динамику и структуру отчета о финансовых результатах. Третье. Группировка активов по степени ликвидности, пассивов по степени погашения обязательств. Четвертое. Анализ ликвидности. В скобках записано, какие коэффициенты необходимо рассчитать. Следующее. Анализ платежеспособности. В скобках написано, какие коэффициенты необходимо рассчитать. Следующее. Анализ финансовой устойчивости. В скобках прописано, какие коэффициенты необходимо рассчитать. И последнее. Анализ рентабельности. В скобках написано, какие показатели необходимо рассчитать. Все понятно? Мгм. Мгм. И не забываем обязательно выводы и ваши мероприятия для улучшения финансовой эффективности организации и ее финансового положения. Хорошо? Елена Да, Ольга Николаевна. Федоровна, можно я, если время есть, и если я Конечно. имею право, да, я им Да. прокомментирую анализ, чтобы они не допустили ошибок. Вот первое, что я вам скажу, для того, чтобы рассчитать все показатели и коэффициенты, вам нужны будут только балансы и отчет о финансовых результатах. Поэтому, если вы вдруг не сформируете остальные отчеты, да, вот, вы попытаетесь в первую очередь сформировать эти два отчета и посмотреть на время. Если вы остальные не сформируете, вы анализ все равно проведете. Теперь, вот задание первое, где анализ структуры баланса. Это какой баланс? Сравнительный аналитический баланс. Знаете его? Сравнительный аналитический баланс. То есть, когда мы пишем имущество всего, начало, там, такой-то год сумма удельный вес, такой-то год сумма удельный вес, отклонение по сумме удельному и темп роста. Но сравнительный аналитический баланс – это большая простынь. Вам достаточно построить уплотненный, да, то есть какой? Совершенно короткий. То есть вы пишете активы всего, в том числе внеоборотные, оборотные, источники всего, в том числе собственный капитал, заемный капитал. Все, этого вам достаточно для того, чтобы провести анализ. Опять же, если у вас есть время, пожалуйста, вы можете написать там оборотные активы всего, а там в том числе, что у вас есть там материалы, можете добавить, да, вот, но идите по пути минимальному, вы все равно сможете сделать и дать оценку. Дальше то же самое касается отчета о финансовых результатах, да, вот тут вот написано доходов и расходов, это значит, вы делаете не, опять же, дескриптивную модель-то эту, вот, как я сейчас сказала, горизонтального, вертикального, строите не по прибыли до налогообложения, а раз написано доходы и расходы, значит, только вы берете доходы всего. А что у нас доходы? Это в том числе выручка, прочие доходы. Все, по статьям прочие доходы вы там формируете, если отдельно стоят там доходы от проценты полученные, доходы от аренды, то вы это к прочим. И это у вас будет 100% доходы всего. Потом расходы всего, это тоже 100%, и в том числе себестоимость продаж, прошу прощения, это у нас расходы от основной деятельности и прочие расходы. И точно так же их суммируете. Все. Ничего лишнего. И то же самое у вас. Такой-то год сумма удельный вес, такой-то год отклонения и темп роста. Пожалуйста, не перепутайте. В анализе мы всегда даем оценку тому, что есть сегодня. Да? Вот я смотрю на погоду за окном и говорю, сегодня солнце, а вчера
было пасмурно. Ни в коем случае. Если у вас данные там 19 год, значит темп роста это 19 разделить на 18. Еще такой момент. Посмотрите, у вас ведь будут данные за 3 года. То есть, по идее, вы должны рассчитать коэффициенты за 3 года. Но это очень долго. Ну, по крайней мере, хотя бы за 2 последних года. Ни в коем случае коэффициенты не разбрасывайте, чтобы мы их искали. Обязательно должна быть таблица. Вот. Посмотрите, теперь вот группировка актива и пассива, да, это тоже есть классическая табличка, помните? А1, А2, А3, А4, P1, P2, P3, P4, все. А1 это денежные плюс краткосрочные, А2 это дебиторка, А3 это запасы и НДС, А4 это первый раздел, внеоборотные активы. Пассивы у нас, значит, что? P1 – это кредиторская задолженность, P2 – это краткосрочные кредиты и займы, P3 – это у нас долгосрочные, и P4 – это собственный капитал. И каким должно быть соотношение? Вот классическое соотношение, помните, какое должно быть? Прям напишите на листочке. А1 должно быть больше или равно P1, А2 больше или равно P2, А3 больше или равно P3, А4 меньше или равно P4. Вот первые 3 группы больше, 4-я меньше. Почему? Потому что 4-я группа, она означает наличие собственного оборотного капитала. И вот вы, когда эту группировочку сделаете за 1 год, за другой год, вы внизу напишите, должно быть вот так, и зачеркнете те, которые не выполняются. И в зависимости от того, вот, допустим, каждой группе отводится, каждому соотношению отводится 25%. Если у вас 2 выполняются, 2 не выполняются, ликвидность баланса 50%. Вот, допустим, было 50, а стало выполняться 3, стало 70. Какую вы даете оценку? Что ликвидность баланса повысилась. Теперь, ой, у меня улетело задание. Дальше идут, по-моему, вот, идет анализ ликвидности. Вот где анализ ликвидности, там действительно написаны классические коэффициенты ликвидности. Вот для чего вам нужна группировка? Чтобы вы потом быстро посчитали коэффициенты ликвидности. Коэффициент абсолютной ликвидности, как он рассчитывается? А1 делим на P1 плюс P2. В знаменателе всегда P1 плюс P2. Коэффициент критической А1 плюс А2, а знаменатель тот же P1 плюс P2. Коэффициент текущий в числителе у нас А1 плюс А2 плюс А3, а в знаменателе P1 плюс P2. Если вам вдруг давали коэффициенты немножко не так, я почему говорю запишите, проверять-то мы будем. У нас эта методика, понимаете? Не, ну понятно, что мало ли, но тем не менее, да. Вот. Потом вот обратите внимание, дальше пошел анализ платежеспособности, и там есть практически те же коэффициенты, но они называются немножко по-другому. Вот там коэффициент быстрой ликвидности – это и есть коэффициент критической ликвидности, то есть он у вас уже рассчитан. Что значит коэффициент общей ликвидности? Коэффициент общей ликвидности – это когда вы берете активы целиком, скажем так, и делите на те же P1 плюс P2. То есть берете активы полностью. То есть у вас уже и А1, и А2, и А3, и А4. И делите на P1 плюс P2. Вот этот коэффициент, он уже характеризует долгосрочную. Вот чем отличается ликвидность от платежеспособности? Ликвидность – это сегодня и сейчас, да? То есть организация может погасить обязательства в момент их наступления. Вот зарплату там 6 числа выплачивают, ее выплачивают, деньги есть. Но это же не значит, что они зарплату платить не будут. Денег нету 6-го, они ее 10-го. Вот это уже платежеспособность. То есть нужно там поработать с дебиторами и так далее, и так далее. И вот сразу, да, чтобы по поводу анализа, не пишите выводы под каждой таблицей, под каждым расчетом. Это неправильно. Анализ, он должен, вы все расчеты сделали, посмотрели на них, потом дали оценку. И не надо анализ писать так. Было столько, стало столько, больше, меньше. Нет, вы должны, вот, посмотрели на коэффициенты, ага, и говорит, там, коэффициенты ликвидности там характеризуют долгосрочную платежеспособность, потому что видно, что организация, как она там называется, сможет погасить обязательства только при условии, если вовремя будет возвращена та же дебиторская задолженность, да, вот, там, коэффициент общей ликвидности, да, вот он тоже подтверждает то же самое, понимаете?
вот где коэффициенты, вот, ну, я вот не знаю, вот сейчас вот сидела в интернете-то по поводу коэффициента восстановления утраты, да, платежеспособности. У вас формулы есть этих коэффициентов на всякий случай? Но если вы их не рассчитаете, то мы глаза закроем, я вам сразу говорю, ничего страшного, потому что действительно это спорный вопрос. Я вот сейчас вот тут тоже в интернете ковырялась по поводу того, что некоторые предлагают вообще в современных учебниках, ну вообще те авторы, которые на сегодняшний день считаются признанными аналитиками, у них ни у кого этого коэффициента нету, потому что есть закон о банкротстве, есть к нему постановление 367, где перечислены коэффициенты, и там этих коэффициентов уже нету. Но опять же, вот допустим, сама организация, она, конечно, может их как бы использовать. Ну ладно, неважно. Вот. Потом, то есть посмотрите, вы сразу оформляете коэффициенты в табличку. То есть можно расчет прям сразу показать в таблице, ну смотря кто где будет делать, да. Можно, значит, сначала рассчитать, потом в таблицу свести. И еще один момент. В анализе принято так, что проценты считаются с точностью до десятых, а коэффициенты с точностью до тысячных. То есть коэффициенты – это 3 знака после запятой. Обязательно такое. А знаете почему? Потому что если вы округлите до десятых, у вас может получиться, что все, ничего не поменялось. А 3 знака после запятой, они уже дают вам возможность вот именно оценить. Ну вот дальше пошли там коэффициенты, да, вот тоже повторяются. Вот в анализе платежеспособности есть коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, и этот же коэффициент, вон он идет в анализе финансовой устойчивости. Коэффициент обеспеченности называется оборотных активов. Вот, это одно и то же. То есть у нас в числителе собственный оборотный капитал, а как он рассчитывается? 3-й раздел минус 1. Ну, вообще есть 3 способа расчета. Ну, самый простой – это 3-й минус 1. А в знаменателе 2-й раздел, то есть оборотные активы. То есть вот это 2 одинаковых коэффициента. Вот они в общей ликвидности и финансовой устойчивости. То есть вам его 2-й раз рассчитывать не надо. Вы просто перенесете его значение из анализа платежа. Но коэффициент финансовой независимости, это по-другому, я не знаю, как вам давали, он по-другому называется коэффициент автономии. Это когда мы собственный капитал делим или финансовой независимости. Вы все эти коэффициенты рассчитывали? Не все. Так, коэффициент финансовой зависимости, его по-другому называют коэффициент финансовой активности или финансового рычага. Он рассчитывается как? Заемный капитал делим на собственный. То есть долгосрочные плюс краткосрочные плюс кредиторку делим на собственный. Вот он называется коэффициент финансовой зависимости или финансовой активности. Капитала – это когда мы заемный капитал делим на источники. Так, я сказала, коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования. Но тут можно поспорить. Значит, можно его рассчитать как собственный оборот, то есть запасы плюс НДС. А числитель, числитель тот же, собственный оборотный – это 3-й минус 1-й. Я просто сейчас на вас смотрю и понимаю, что я для вас американка на английском. И это меня, конечно, немножко огорчает. Потому что мы вот как раз вот это задание, оно полностью наше, да. И Анна Олеговна мне вчера в 2 часа ночи написала, что как раз 2-й блок выполнили весьма успешно. Еще попробовали бы они не выполнить. Так, теперь рентабельность. Тоже тут понаписано, но я вам тоже скажу так, да, вы начинаете расчет вот с основных показателей рентабельности, которые вам позволят, какие основные? Это рентабельность, я вот видите, успела себе все на листочек выписать коэффициенты. Это мы выручку, прошу прощения, прибыль от продажи делим на выручку. Это рентабельность продаж. Рентабельность активов, это обычно чистую прибыль делим на активы, так? Потом рентабельность оборотного капитала, это тоже нужно прибыль от продажи делить на 2-й раздел, на оборотный капитал. Да? Это я вот через 1 пишу. Рентабельность собственного капитала – это чистая прибыль на собственный капитал. Потом вот есть окупаемость затрат. Вот что значит окупаемость затрат? Это по-другому называем, мы должны взять прибыль от продажи
и поделить на полную себестоимость. А полная себестоимость – это что? Себестоимость продаж плюс управленческие, плюс коммерческие расходы. Дальше стоит эффективность внеоборотного капитала. Но эффективность внеоборотного капитала, значит, показатели рентабельности, вы никогда не ошибетесь, как хотите. Вы можете взять везде только чистую прибыль и менять только знаменатель. Можете везде взять прибыль до налогообложения и менять только знаменатель. Вот. Но единственная рентабельность собственного капитала всегда через чистую прибыль. А все, почему я говорю, где-то прибыль от продажи, а где-то до налогообложения. Вот то, что касается функционирующего капитала, там все, что касается производственного потенциала, конечно, мы берем прибыль от продажи. Допустим, те же основные для чего используются? Для производства продукции, правильно? Те же оборотные для чего? Для производства материалы, там, запасы. И так. Поэтому мы берем, а результат производства – это прибыль от продажи. Поэтому мы берем эти показатели. Вот, значит, вот рентабельность основной деятельности – это мы берем, опять же, прибыль от продажи и делим на себестоимость продаж. Операционной деятельности, но это то же самое. Не знаю, может, я, конечно, тоже не догоняю, но как-то вот так. Но даже если вы все показатели не рассчитаете, а рассчитаете рентабельность продаж, рентабельность активов, рентабельность оборотного, вот эффективность внеоборотного, собственного, это уже будет большой плюс, это больше, чем 50% выполнения вашего задания. Это уже 70%, 70-75%. И еще раз говорю, вот вы не пишите больше-меньше, а вы давайте как бы общую оценку, да. И что касается, вы должны дать рекомендации. Вот 3 рекомендации вполне достаточно. Все. Классическая там рекомендация контролировать соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, да, там разрабатывать график платежей, скажем так, да, вот, там. Что еще? Выявлять факторы, которые влияют на формирование того же финансового результата. То есть есть какие-то такие вот. Это же не значит, что вы там должны прямо какие-то конкретные, вы же эту организацию тоже сильно не знаете. Но если я не прочитала, чем там она занимается, то, конечно, можно как бы пофантазировать по поводу того, чтобы было уже ближе, да, исходя из вида деятельности этой организации. Фу. Есть у вас ко мне вопросы? Нет. Вот вы чем бы ковыряли, вы бы что-нибудь, какие-нибудь бы формулы записали, чтобы точно попасть в точку. Записали? Молодцы. Анализ тоже очень объемный, очень объемный. Это немыслимо. Это весь анализ. Все. Тут единственное, как это они пропустили денежные потоки. А то бы еще включили денежные потоки. Вообще было бы полное. Так что... Вот так, девочки. Спасибо, Ольга Николаевна. Ребята, вопросы есть? По первому модулю, может быть, кто-то прокомментирует из экспертов? По первому модулю. Ребята, вы когда обучались в 1С, работали, да? У вас 8.3 была версия? Вроде да. Да. Угу. Хорошо. Я думаю, что вы с программой все знакомы, да? И не растеряетесь, здесь что там нажать. Слышала, что некоторые на 8.2 сидят. Там немножко меню другое. Но самое главное, внимательно выполнять задания. Задания очень подробно расписаны по первому модулю. Очень внимательно выполнять задания и по каждому документу, если он формирует бухгалтерскую запись, через кнопку дебет-кредит проверять свои проводки. И в итоге на закрытие месяца тоже внимательно посмотрите. Оборотно-сальдовую проверьте, чтобы у вас все сошлось. Вопросы? У нас еще 15 минут есть, ребята. Задание смотрите, вопросы задавайте, потом возможности не будет. Марсель Галинурович. Это специально, чтобы когда формировали документ, где-нибудь ошибку допустили. Но нет бы там, пусть Марсель, но пусть хоть Иванович.
Галинурович. Закрытие месяца, когда будете делать в итоге, да, вы посмотрите, у вас финансовый результат должен определиться по 99-му счету. То есть должны закрыться счета затрат, посмотрите. Если 20-й счет остается, значит незавершенный 20-й может, конечно, остаться, да, если незавершенное производство было. Вот Посмотрите, я, кто не закрывает. конечно, не сведуща, да, но я с Верой Георгиевной разговаривала, и она говорила, что там, когда учет материалов, надо что-то сделать, а то иначе программа ставит все на 41-й, а не на 10-й счет. Вот такая была ошибка, а я не поняла дальше. Вот я запомнила, что и очень у многих вот в первый день, да, кто выполнял задание, у них вот вышел 41-й, а не 10-й счет. И дальше, конечно, пошла уже ошибка формирования. Ребята, когда вот справочники заполняете, когда вносите материалы, если вы не внесете вот в каждую папочку, каждой папке справочники прикреплен в номенклатуре свой счет затрат. Если вы не внесете в папку материалы, программа вам по умолчанию 41-й поставит. И вам, если вы не заметите, конечно, это можно вручную подправить, если вы не заметите, то у вас дальше и вот эти товары не смогут списаться в производство, и вы не сможете готовую продукцию выпустить, ну, как бы и у вас ошибки пойдут. Поэтому номенклатурой, вот многие ребята действительно так делают. В номенклатуре они не в справочник заносят, а можно заносить просто вот без папочки внизу. Потом не обращают внимания на счета, которые указаны в документе, где они записывают, да, и 41-й по умолчанию программа ставит, они так и закрывают. Проводки не проверяют. Обязательно проверять проводки по каждому документу сформированному надо. И желательно в номенклатуре работать, да, именно заносить в ту папку, к которой относится задание. Если основные средства заносите, объекты основных средств, то оно у вас тоже на товары пойдет, если вы будете просто так без папки внизу вписывать. Или же, конечно, можно внизу вписывать, но обязательно перебивать в самой форме документа надо. Ставить правильный счет. Действительно так может быть. Наши студенты тоже бывают, что вот путаются, сразу вбивают внизу. В каждой номенклатуре привязана папка, номенклатура материалы, товары, готовая продукция, основные средства. Если вы туда заносите, программа это для вас подсказывает, что вот сразу в документе поставить правильный счет. Если вы заносите внизу, она у вас 41-й будет ставить по умолчанию. Наверное, Вера Георгиевна вот это имела в виду. Да. Абсолютно. И она говорит, очень у многих вот так получилось, и в результате, конечно, они не смогли. А материалы, они же у нас в самом начале, что называется, дальше они же все, а раз их нет. Каждый документ, проводку проверяйте. Потом раз сделали несколько операций, допустим, денежные, открыли, посмотрели, кассу всю провели, там же операции по разделам идут, кассовую книгу сформировали, посмотрели. Ну или, допустим, анализ счета 50-го. Расчетный счет сделали, банковскую выписку посмотрели, как у вас вот эти счета распределились, все ли там идет по заданию. То есть не нужно вот все делать подряд и потом только на итог опираться. По каждому разделу нужно проверять. Допустим, зарплату начислили, выплатили, посмотрели оборотку по 70-му счету, да, оборот на сальдо, чтобы как она у вас пошла. Если вы будете ждать только на итоге, потом много ошибок наделаете, сложно будет их искать. Поэтому желательно, конечно, проверять вот именно по разделам. Я включу тогда таймер, да, на 9. Еще вопросы, ребята, задавайте, пока есть возможность. Потому что вот много зависит от того, как вы поняли задание.
таймер включен на 4 часа. Это выполнение первого модуля. Потом мы прервемся на обед. Я прошу никого не отключать видеокамеры. Всех должно быть видно. И прошу экспертов, я понимаю, что у вас своя работа есть, ну, вот, распределиться по времени, да, кто-то один должен за ребятами наблюдать. Рабочие столы будем проверять, уважаемые эксперты? Есть необходимость или смысла нам нету проверить? Как скажете. Молодцы, что они его приготовили. Что теперь делать? Ну, я думаю, что даже если мы проверим ваш рабочий стол, мы же не видим, что у вас на самом столе. Конечно. Может, у вас книжки лежат. Не прибежим, изымем. Поэтому главное, чтобы мы вас видели, что вы самостоятельно делаете одни, чтобы камера была включена. Ну, это достаточно, наверное. Тогда я включаю, ребята, да, таймер? Можно в туалет сходить? Да, конечно, время еще есть. Можете по своим делам отлучиться, пока время есть. Потом уже сесть конкретно за выполнение заданий. Уважаемые эксперты, ну, в принципе, если у вас есть необходимость отключить видеокамеру, вы можете звук отключить видеокамеру, но я прошу к 10 часам подключить, потому что у нас с 10 где-то до 12 в этот промежуток должны подойти со съемками с Якутии 24. Демонстрацию, да, ну вот еще мы не начали. Сейчас еще 6 минут есть и начнем. Зовите.
Все на месте? Ага, ну давайте пораньше начнем. Будет еще 5 минут бонусово. Сейчас включу. Удачи, девочки. Будьте очень внимательны и следите за временем. Это время пошло. Таймером что там? Сейчас. Нет, 4:01. Нет, 4:01. Мы чуть раньше начали. Вот 4:00 ровно ставьте. Уже 9. Что таймер слетел? Вот он включился. Он слетел. Так, найти коэффициенты.
Вика, М. можно как-то камеру повернуть, вас наполовину видно? Так. Да, спасибо.
Можно спросить? Да, я слушаю. Тут вот в первом модуле, получается, сведения об учредителях ИНН, он директора не принимает. Вот эта ошибка была. Действительно, там ИНН директора не принимал. Ну, он А, же идет как ну, участник, получается. Ну, Пока работаете, сейчас я подберу какой-нибудь ИНН и вам, да. Там хорошо. ИНН надо реальное вбивать, видимо, ИНН нереальный придумали, поэтому не вбивает. Мгм.
А нельзя какой-нибудь НН из своих заданий взять, например, старых? Да, можно так сделать. Можете даже свой ННН вбить. ИНН, который не подходит, я в группу вам скинула реальный ИНН, можете его внести.
Можно вопрос? Да, я слушаю. Я сохраняю организацию, а у меня пишет, что данные были изменены или удалены другим пользователем. Не сохранилось? Еще раз попробуйте открыть. Я создала организацию, нажимаю записать и закрыть, он мне пишет изменены или удалены информацию другим пользователям. У вас база один раз открыта, да, ваша база? Да. Мгм. Еще раз попробуйте зайти главное там организации. Проверьте, она сохранилась или нет организации. Боковое меню главной организации. Да. Сохранилось все хорошо. Внизу открыто, поэтому дальше продолжаем работать. СНИС директора тоже не принимает, я свой написала. Можете вбить свой СНИЛС. Я написала свой. Группа WhatsApp направила реальный СНИЛС. Можете его поставить, раз не принимает директора.
А можно вопрос? Только главному эксперту. Сейчас она подойдет. Мгм. Можно вопрос? Да, слушаю. У меня почему-то сразу ИП выходит. Я вот пытаюсь организацию, ну, как бы ООО организацию делать, у меня все равно ИП выходит. И вот. Я даже не знаю, как изменить. Пытаюсь это изменить, то есть главное, захожу в организации, у меня все равно выходит на ИП. Система налогообложения у вас стоит общая, да? Или упрощенная? Ваша организация ИП вышла? Да. То есть нет, у меня постоянно типа индивидуальный предприниматель типа выходит, ну то есть ИП, и все. И я вот пытаюсь в организацию зайти,
ну вот поменять, то есть в настройки захожу организации, захожу в настройки, у меня все равно идет только вид типа ИП, все. Ну, вам нужно проверить ваши настройки параметров учета. Возможно, вы там систему налогообложения упрощенную поставили и выбрали форму собственности ИП. Проверьте еще раз все, что заполняли по организации. Так я... Все равно. Надо хорошо проверить, я сейчас не могу вам так объяснить. Где-то у вас в сведениях об организации, в параметрах учета поменять нужно.
Можно вопрос еще раз? Да? А вот я вот, например, случайно, получается, выбрала ИП, да, и вот и как мне теперь вообще изменить его? То есть ну, на ООО. Ну, в организации, в главной организации войдите, там где-то должно быть. Я заходила, и вот я пытаюсь типа, менять, и у меня вообще не меняется. То есть я из самого изначального вообще, как только вышла, типа нажала ИП. В параметрах учета поставьте система налогообложения общая. Поставила. Где-то была. Я вот сейчас вам сказать точно не смогу. Поищите.
Осталось менее 3 часов. 1 час прошел.
Останавливается час опять. Час. Ребята, можно попросить выключить звук, чтобы другим не мешать, а когда будут вопросы возникать, включать? Или когда мы будем вас спрашивать?
Виктория, можете отключить звук? Если понадобится, что-то будем зажать, потом включать. Мгм.